Зовут меня Елена Львовна Русских. Я являюсь младшим научным сотрудником Удмуртского института истории языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УРОРАН. Работаю в институте с 2012 года и еще параллельно работаю в историко-культурном музее-заповеднике Иднакар с 2009 года. Ну и я думаю, как вы поняли, поскольку отдел исторических исследований, конечно, разведка будет у нас, возможно, не та, которую кто-то хотел увидеть, а разведке у нас речь пойдет об археологических разведках. За сегодня я постараюсь в доступной форме объяснить, что такое археологическая разведка, какую роль они играют в археологических исследованиях, и поделюсь своим личным опытом, о небольших результатах своей личной деятельности на этом поприще. Археологические разведки, то есть такая сложная структура, как матрешки, одно из другого выходит. Археологические разведки, они являются частью полевых археологических работ. Они прежде всего предваряют эти полевые работы. И наряду с археологическими наблюдениями и известным всем археологическими раскопками являются такой структурной единицей. В свою очередь, полевые археологические работы, они являются одной из частей археологических исследований, то есть совокупности научных работ, которые направлены на выявление, изучение и всяческое исследование объектов археологического наследия и непосредственно археологических находок, которые археологи извлекают в процессе своих научных исследований. Коротко скажу о том, что такое объекты археологического наследия. Еще такая небольшая ремарка, что в своей работе мы, конечно, руководствуемся прежде всего федеральным законом номер 73 об объектах историко-культурного наследия и памятниках истории Российской Федерации. И всеми понятиями, которые мы оперируем в своей деятельности, они базовые, находятся в этом законе. Еще в других нормативных актах, но я подробно об этом не буду. Так вот, что мы относим к объектам археологического наследования или памятникам археологии? Во-первых, это поселенческие памятники. Это селища, стоянки, городища, то есть укрепленные и неукрепленные поселения. Вторая группа памятников – это погребальные памятники. Существуют грунтовые могильники, различные курганные захоронения, склепы и прочее. В-четвертых, это есть такое понятие места отдельных находок. К ним относятся клады, какие-то случайные единичные находки, которые, например, сделаны местным населением случайно в процессе хозяйственных работ и сигнализированы каким-то научным центром и уже поставлены на учет как место отдельной находки. Это, в частности, к этому же относятся и наскальные изображения, которые оставлены древним человеком, различные каменные изваяния. И в категорию прочее мы относим места совершения религиозных обрядов. Это сейчас тоже исследуется, потому что остаются материальные какие-то остатки этой деятельности, также остатки производств, дорог, каналов и просто отдельно культурные слои. Конечно, они отдельно не могут быть подвешены, но в принципе можно отнести. Это по закону так. Так вот, что такое археологическая разведка? Конечно, это прежде всего процесс поиска на поверхности Земли или даже под водой, что также случается, объектов археологического наследия. Разведки могут проводиться с целью поиска таковых объектов, то есть открытия новых, или уже на известных археологических объектах с определенной целью. Об этом чуть позже. В соответствии с целями, какие преследуют археологические разведки, мы можем условно разделить их на типы. Во-первых, разведки проводятся прежде всего, так исторически сложилось, в целях выявления новых объектов археологического наследия. Потому что интерес к древностям возник
ну, такой более научный, с середины 19 века. И вот запустился тогда весь этот процесс. В тот момент ученые, мыслители того времени поняли, что это не просто какие-то остатки в земле, а это свидетельство целых эпох, населений, племен, и такого рода информация в них содержится. А второй тип – это разведки, которые проводятся уже в целях уточнения некоторых сведений об известных объектах археологии. Например, в какой-то период был открыт памятник археологии, прошло много времени с того момента, и мы должны, археологи, во-первых, по возможности часто их обследовать, потому что существуют и грабительские раскопы, чтобы не нарушались эти все культурные слои, чтобы не утратить это наследие для будущих поколений. Ну и во-вторых, это называется мониторинг, то есть обследование, понимание современного состояния просто. Во-вторых, совершенствуются технологии в нынешнее время. Если по, скажем, отчетам об археологических исследованиях 50-летней давности мы можем рассматривать планы вот этих памятников, поселений, могильников, то они, ну, с сегодняшней точки зрения уже несовершенные, сделаны на бумаге, без GPS-привязки, как мы сегодня избалованы вот такими техническими новинками и прочее. То есть мы уточняем сведения и мониторим, какое состояние, не разрушается ли от хозяйственной деятельности, ну или какими-то грабительскими раскопами. И еще один вид археологических разведок, он особенно широко стал развиваться с 2000-х годов. С какого периода активно вступил в действие статья 36 этого же федерального закона об объектах культурного наследия. Перед любой стройкой, какими-то хозяйственными работами, неважно где, в поле, в лесу, тем более в исторической части города, застройщик обязан произвести экспертизу на предмет наличия или отсутствия на этой территории объектов археологического наследия. Часто в таких процессах и открываются новые и новые памятники, появляются новые сведения. То есть вот такие своего рода научно-прикладные исследования такого типа. Ну и научные, это все неотделимо друг от друга и вытекает одно из другого. Не могу немножечко не коснуться истоков. Татьяна Михайловна, это прошлый лектор, если кто-то был, она уже, конечно, затрагивала немножко эти моменты, но коротко, я совершенно коротко скажу, что как раз археологические разведки и в целом археологические исследования в нашем регионе на территории современной Удмуртии, которая в то время ходила, конечно, являлась частью Вятской губернии, они зародились, как я уже сказала, во второй половине 19 и начале 20 века. Это деятельность научных обществ, музеев. Я не буду перечислять, можно здесь прочесть. Это ученые архивные комиссии, губернские статистические комитеты. Они занимались сведением, то есть сбором сведений о древностях, очень плотно работали с местным населением, параллельно занимались сбором легенд, преданий о тех или иных памятниках, ну и вообще о, скажем, культурной ситуации на тот момент. Все это тщательно записывали, фиксировали это в альбомах, дневниковых записях. Ну и, конечно, выезжали на осмотр самих памятников, как мы сейчас бы назвали их, на эти территории. Местное население им демонстрировало, рассказывало все это внимательно. Ну и бывали такие моменты, что и сбором самих древних предметов, которые оказывались у местного населения, попадали к ним в руки случайно в процессе хозяйственных работ. Вот часто мы находим заметки, например, начала 20 века, при корчевке пней в деревне такой-то нашли клад. Ну вот такого рода сведения. Все это тщательно зафиксировалось. На нашей территории работали
члены вот этих обществ, ученых, комиссий. Я коротко вот представила фотографии. Это Лев Африканович Беркутов, Владимир Дмитриевич Емельянов, Александр Сергеевич Лебедев, Михаил Григорьевич Худяков. Но наибольшего успеха в тот момент и обширных таких и разведок, и небольших раскопок достигли, конечно, Александр Андреевич Спицын и Николай Григорьевич Первухин. И ими были созданы каталоги древности Вятского края и археологическая карта Глазовского уезда. Но это вот в частности. Второй следующий период – это вторая четверть 20 века. Опять же, продолжается изучение территории современной Удмуртии, которая уже входит в другое административное образование, Водская автономная область. С 1925 года прослеживается активная деятельность научного общества по изучению Водского края, которое налаживает связи с центральными, то есть московскими, петербургскими учреждениями, уже такими научными. Пока на наших территориях это еще общественная организация, а на тех они уже более такие централизованные, с научным характером. Из глав науки выезжает сюда экспедиция по приглашению этого общества под руководством Сергея Григорьевича Матвеева и Алексея Петровича Смирнова. Вот в 1926-28, ну, вплоть до 1936 годов проходят масштабные на тот момент, да и на сегодняшний момент экспедиции. И с 1931 года на территории современной Удмуртии создается первое научное, истинно научное учреждение, научно-исследовательский институт, которым, собственно, мы являемся преемником этого института, ну и продолжаем его традиции по современных реалиях. Очень большую роль сыграл для исследования Алексея Петровича Смирнова. Готовятся различные такие уже централизованные издания, советская археология и прочее. Еще одна веха исследований второй половины 20 века, с 1950-х годов. На территории современной, то есть Удмуртии, да, еще не было своих археологов, поэтому интерес проявили соседи. Вот Николаевич Бадр, который возглавлял в то время Камскую археологическую экспедицию, проводит небольшие разведки на верховьях Камы, задумывается о подготовке научных кадров в местной территории, ну и проводит совместную деятельность с уже созданным институтом, Удмуртским научно-исследовательским институтом. Следующая веха создает, это Владимир Федорович Генинг, ученик Отто Николаевича Бадра, приезжает сюда, создается в 1954 году Удмуртская археологическая экспедиция, проводится масштабная подготовка масштабного на тот момент издания очерки истории Удмуртской ССР, а история, она ведь начинается с древности, а на тот момент немножко не хватало сведений, начинают проводиться масштабные археологические разведки, раскопки и прочее, выделяются два уже научных центра археологических исследований, это Удмуртский научно-исследовательский институт и Удмуртский республиканский краеведческий музей. Создание Удмуртской археологической экспедиции – это равно начало масштабных, как я уже сказала, исследований в Удмуртии, которые продолжаются вот в 50-е, 60-е годы. Масштабные исследования уже за первые годы начато. И самое главное, что на месте, на территории Удмуртии начинается подготовка своих кадровых археологов под руководством Владимира Федоровича Генинга на базе УГПИ тогда, это сегодняшний УДГУ. И уже оформляется 3 научных археологических центра. Это УДНИИ, Республиканский краеведческий музей и УГПИ, то есть Удмуртский государственный пединститут готовит кадры. Следующий период 1970-х годов, археологическое изучение территории Удмуртии уже местными исследователями, подготовленными на базе УГПИ. И, в общем-то, в этот момент закладываются почти что современные реалии, прообраз современных профессиональных археологов в Удмуртии. И немножко по порядку. Наш институт
Вот основная, самая знаменитая, я думаю, для многих блестящая плеяда ученых, археологов. Это Маргарита Григорьевна Иванова, ее детище Иднакар, своеобразный такой археологический бренд Удмуртской республики. Александр Геннадьевич Иванов, тоже блестящий археолог, специалист по этнокультурным связям периода Средневековья, бассейна реки Чепцы. Надежда Ивановна Шутова, также практикующий археолог, знаменитый, теперь уже занимающийся исследованием дохристианских культовых мест, ну, то есть на стыке археологии и этнографии специалист, и их, скажем, учитель Владимир Алексеевич Семенов, который, пожалуй, скажу так, переплюнул всех археологов того времени по масштабности и раскопок, и разведок. Второй центр, как я уже сказала, Республиканский краеведческий музей. Самый копающий археолог там Таисия Ивановна Останина. Сейчас она уже не работает, но под ее руководством огромное количество памятников разведано, сплошные разведки в бассейнах многих рек. И прежде всего на южной территории Удмуртии это Мазунинская археологическая культура, в том числе памятники, которые есть на территории Ижевска. И третий центр вот в 70-е и вплоть до настоящего времени это УДГУ, Камско-Вятская археологическая экспедиция, плеяда тоже знаменитых местных археологов, в том числе и мои учителя, которые, собственно, я училась также в УДГУ. Всех уже перечислять не буду, конечно, под руководством Римы Дмитриевны Голдиной. Сейчас уже больше работы проводится под руководством Елизаветы Михайловны Черных. Кого-то, к сожалению, уже с нами нет. И благодаря вот этому всему этапу, который начался вот с середины 19 века и вплоть до 90-х годов 20 века, собраны материалы и создана археологическая карта Удмуртской республики. То есть в бассейне всех крупных рек, но не только крупных, обозначены все типы памятников археологии, о которых я сказала. И мы вот имеем представление о древней истории нашей территории. Что сегодня, какие центры существуют археологических исследований в Удмуртии? Полевой, прежде всего, археологии, потому что тема сегодня разведки – это полевые работы. Такие секторы своеобразных государственных учреждений, это преемники вот тех учреждений и центров, это наш Удмуртский институт истории, языка, литературы, Камско-Вятская археологическая экспедиция на базе УДГУ. У них, конечно, очень масштабно все развивается, потому что у них есть студенты, это молодые кадры, которые меняются, обновляются, интересуются массами, ездят. Своя, полевая романтика и преемственность там активно развивается. У нас, конечно, не так это все обширно, но, тем не менее, мы занимаемся фундаментальными исследованиями. И еще один государственный орган – это Агентство государственной охраны объектов археологического наследия. Они занимаются уже постановкой на государственный учет выявленных объектов, учетом существующих объектов и прочими манипуляциями. Еще одни новые веяния, как я уже сказала, вот в связи с хоздоговорными работами, направленными на исследование территорий, предваряющих строительные всякие работы. Это такой сектор обществ с ограниченной ответственностью. Новые учреждения создаются научно-производственного характера, научно-прикладного. Это, например, Центр реставрации и сохранения памятников. Это Сургут, Глазов вместе работают. Андрей Николаевич Кириллов, он также являлся в свое время заместителем директора музея Иднакар. Вот его семья, такой семейный подряд, они из севера Удмуртии плотно исследуют и очень достойно. Прикам археология, научно-производственный центр. Это опять же выходцы с УДГУ, с Камско-Вятской археологической экспедиции, в какой-то момент выделившиеся и создавшие вот на этой волне свое предприятие. И научно-производственная фирма «Инженерно-строительные изыскания». Это также выходцы из нашего уже института, Степанова Галина Александровна и Александр Геннадьевич Иванов, и молодые специалисты. Вот такая команда работает в Удмуртии. Плюс, конечно, тендеры могут выиграть и совершенно сторонние регионы, и в наших территориях проводить исследования, например, с Оренбурга,
Ну, разные. Это уже зависит от вот этих экономических дел. Вот. Команда нашего института, раз я представляю его, вот нас трое молодых специалистов, скажем так, Татьяна Михайловна Сабирова, Александр Анатольевич Красноперов, ну и я. За последнее время, конечно, поначалу, когда пришли работать, мы занимались больше теоретической работой, но как мы, если археологи, не копающие, не ходящие в разведке, это уже не совсем археолог, и вот мы взялись за полевые работы. Мы проводим разведки, начали разведки активные с 2020 года, это и Варнинский могильник, Варнинское первое селище, это работы Татьяны Михайловны. На Тальонском кусте памятников у нас работает Александр Анатольевич Красноперов, Тальонский могильник, Тальонское селище. Ну и я вот отработала разведку в 2021 году на Дебесском могильнике, просмотрела современное состояние памятника, сняли топографический план. Ну и вот нынче я, вот буквально сегодня, закончила работу над отчетом о разведке на 3 сразу памятника. Взяла куст памятников Поломских, это городище, первое Поломское, и вот селища, амональные склады, по-своему мы их называем. Ну и раскопки, конечно, проводятся на Варнинском могильнике. То есть 2 вида работы: разведки, раскопки, ну и такая научно-теоретическая работа. Из личного опыта что хочу сказать. Ну, я, как уже сказала, закончила исторический факультет УТГУ. Еще будучи студенткой, я активно после практики, после первого курса вовлеклась в эту всю деятельность активно. Ездила и в Пермский край, и в Тверь. Это в основном были раскопки, конечно. Когда уже я пришла работать в институт, я активно помогала Маргарите Григорьевне Ивановой, поскольку она уже была в возрасте, и с такими организационными работами по подготовке к полевому сезону и обработкой вещевого материала. Я выезжала, то есть была таким камеральщиком в поле, занималась учетом находок полностью. Вот с 2010 по, в принципе, 2015 год. Вот, и уже когда я вышла после декретного отпуска в 2017 году, я приступила уже к своим полевым исследованиям, потому что это тоже нужно, это интересно, и новый опыт получаешь в процессе этого. В 2021, ну вот разведки на Дебесском могильнике, Поломском кусте памятников. Теперь о самом процессе, что, ну как изнутри, как это все происходит. Первый этап – это библиотечно-архивные изыскания. Мы его называем так. То есть мы вооружаемся, но это еще вообще-то происходит на моменте подготовки заявки на оформление открытого листа. Открытый лист – это разрешение на археологические раскопки или разведки, ну, любые работы, которым археолог, сертифицированный специалист получает в Министерстве культуры, делать запрос. Чтобы получить открытый лист, нужно иметь опыт, конечно, участия в археологических полевых работах. Ты должен быть прописан у других, ну, если ты под руководством других специалистов работал, должен быть в их отчете прописан. То есть это полевой комитет Института археологии Российской академии наук. Он следит за этим, то есть архивные выдает справки, что вот специалист, да, работал, он имеет право получить открытый лист. Первый лист, то есть есть ступени формы открытого листа. Первая ступень – это просто на визуальный осмотр памятников. То есть археолог выезжает на место, просто смотрит, находит памятник, осматривает его на предмет наличия там разрушений и прочее, ну, может снять топографический план. Вторая ступень, уже допускаются локальные земляные работы, это производит, то есть шурфы метр на метр. Такие работы производятся, как правило, для установления границ памятника, если они еще не установлены. Ну и вот в таких хоздоговорных работах понять вообще, есть тут культурный слой или нет. Ну и третье уже это стационарные исследования до, по-моему, более
от 20 квадратных метров. Первый раз вот имеешь право. Потом несколько стационарных исследований, и уже спустя какое-то время археолог уже имеет право проводить сам хоздоговорные такие вот исследования, как бы перед строительными работами. Ну так вот, архивно-библиографические изыскания. Мы идем в архив, просматриваем все имеющиеся там отчеты об археологических исследованиях на территории того или иного района, какие когда памятники, не изучался ли этот памятник, на который ты идешь. Составляется историческая справка о территории, на которой ты исследуешь. Например, вот я Поломский куст памятников взяла, поэтому я пишу с начала письменных источников о селе Полом, какие там, ну, какое население проживало, какие населенные пункты там существовали, какое население проживало и какие потенциальные объекты могут быть выявлены на территории, какие уже изучены. То есть составляешь археологическую карту, если обновляешь ее, если ее нет. И вот прочие такие исследования, текст, который включается потом и в отчет об археологической разведке. Затем, вооружившись вот этими всеми знаниями, мы выезжаем на место. Но прежде чем выехать, мы соотносим старые планы, ну, вот, планы зарисовки вот этих памятников с современной топографической ситуацией, чтобы понять, куда вообще идти. Потому что это такой увлекательный процесс. И если, например, на памятник ходили в 70-х годах, там, например, знаете, как можно описание памятника найти? Как вот его найти? У излучины, там, третий, как же так было интересно сформулировано нынче? У третьей старицы от конца деревни, вот, например, у истол, там, у места впадения ручья такого-то в Чепцу-реку. Вот. Но очень сложно найти. И хорошо, что сейчас существуют открытые интернет-источники, космические снимки, на которых мы можем, в принципе, прикинуть. То есть вид сверху, это очень любопытно. Вот потому что даже и река, она ведь с течением времени тоже меняет русло. Вот эти старицы формируются, то есть заболоченные места, где раньше было русло, но сейчас оно в другом уже месте проходит. Потом часто в старых отчетах, например, указывается просто стрелками направление там до деревни столько-то, а деревня откуда отсчитывается? От центра, от столба, не знаю, вот, то есть сложно найти, но и это вместе с тем интересно. Ну и вот мы таким образом находим эти памятники, наносим их вот так вот на современную карту и, собственно, выезжаем на место. Приехали на место. Этот этап называется натурные обследования. А мы, вот, вооружившись нашими всеми описаниями, чертежами, идем и находим уже, потому что когда одно время дело вид сверху смотреть, а в другое ты вышел в поле, так, а где это? И вот теряешься. Но все равно мы с географией дружим, ну, вынуждены дружить и, ну, много с чем. Вот, и находим. Затем, как я уже говорила, оценка современного состояния. Вот, например, на Поломском городище местное население сообщило, что были такие ураганы, вырвало деревья, много валежника, но он и так залесен на это городище, то есть в лесу оно находится. Но вот, тем не менее, что-то с корнями вырывается глубоко, то есть уже культурный слой немножко нарушается. Затем, какое еще состояние мы оцениваем? Ну, нет ли вот грабительских раскопок, выявляем нарушения, собственно. Где-то вот на Дебесском как раз могильнике свалку устраивают несанкционированно. То есть оно, конечно, прямо у дороги находится, но я думаю, что местное население точно знает, что там памятник археологии. Ну, там такие удобные лага, и, к сожалению, вот так поступают граждане несознательные. То есть заваливают мусором. Дальше, что еще входит в натурное обследование? Это фотофиксация вообще всех процессов. Вал, ров мы нашли, просто площадку издалека, панораму, какие-то, ну, любые
борозда там какая-то была противопожарная, или деревья, вот, например, на паломских селищах раньше было написано, что они просто распахиваются, а вот мы нынче нашли, что там примерно 2-летней, 1-летней давности такие глубокие борозды для посадки деревьев, то есть уже вопрос стоит об аварийном состоянии, например, то есть если вспашка, то есть пахотный слой, он не превышает там 30 сантиметров и не нарушает, в принципе, культурный слой в задернованной, части в основном. А вот более глубокие, они уже разрушают культурный слой, и вопрос стоит о спасательных археологических работах. При необходимости, если давно не делался топографический план, то есть как это, к сожалению, почему-то не привела, но это чертеж памятника на местности, взаимодействие с местным населением. Я очень лично это ценю, поскольку это, опять же, ты обращаешься к местному населению, тебя встречают как ученого, тебе помогают, показывают местные достопримечательности, сообщают какие-то порой легенды, может быть, вдруг они не записаны, какие-то сведения местного населения. Например, часто вот эти места, где находятся памятники, местному населению известно под другими названиями, например, там урочище такое-то, или вот чертово городище. Вот это Паломское первое городище, оно местному населению известно как чертово городище. У них там своя легенда присутствует. И там даже географически рядышком находится урочище чертова городища. А, например, урочищами называются еще места, где раньше были поселения. Например, старые деревни, которые уже сейчас исчезли, но местное население, вот там урочище, например, Плеса. Рядом с Паломом есть урочище Плеса, там существовали 2 небольшие деревни в период начала 20 века, но потом они в 60-е годы исчезли, но местное население помнит и знает, и это потенциальный памятник археологии, который такой на стыке археолога-этнографии, который сейчас в процессе археологизации. Так вот, нынче в селе Палом, когда мы селище нашли, а с чертовым городищем возникли небольшие сложности на местности. Вот опять же связанные с тем, что своеобразно были они описаны в старых отчетах, и поскольку это лес, очень много подходящих мысов рядом, прям вот описание, мыс треугольной формы, там ручьи. Ручьи, они сезонные водотоки, не такая крупная речка, например, по которой легче было бы найти. И мы искали, прошли несколько мысов и вынуждены были обратиться к местному населению. В крупных селах, да и не только, конечно, первое место, куда мы можем пойти, это вот библиотеки, дома культуры и школы. Мы обратились в школу Паломскую. Нам очень помогли библиотекарь местный Наталья Аполлоновна и учитель русского языка Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна, оказывается, в свое время, она житель села Палом, вышла туда замуж, и в свое время, оказывается, мы разговорились, она участвовала на раскопках Иднакара, написала, говорит, письмо в 7 классе, просто в дни написала письмо, можно принять участие в раскопках, я хочу. Ее приняли Кузьма Иванович Куликов, Маргарита Григорьевна Иванова, она участвовала на раскопках. Так вот, местное население нам, библиотекари, очень интересную экскурсию они собирают в местном музее, в своем школьном. Такая уже краеведческая собирательская работа. Она сводила нас на городище, показала тропу, которая, собственно, была указана на старых планах. Конечно, сейчас она заросла, мы бы ее просто не нашли. Какие-то интересные такие объекты, что это пункт триангуляции, возможно, что-то какая-то тоже интересно. Со своего огорода разбитые черепки, это, конечно, новое время, 19-20 век, керамика, но тем не менее, такие необычные находки, которые не сразу поймешь, что это такое, а это, замочек сундука старого, очень интересно. Благодаря такой помощи мы нашли и выполнили свой план. Пожалуй, коротко о нашей работе, что я хотела рассказать. Спасибо.